чик-чук из чик-пука варим, да, Дака? Все, доброе утро. Уже следующий день после запуска ракеты на Луну. Хорошо, на Ютубе идет трансляция прямая, безостановочная от НАСА, где можно смотреть, где сейчас уже астронавты находятся, какая у них скорость, удаление от Земли. 41 тысяча от Земли сейчас и 229 тысяч миль до Луны. Интересно, блин, классно. Так переживаю за них. Я знаю, что все будет хорошо по-любому. В любом случае. Как говорится, удача тоже женщина, покорна смелым. Хорошая погода сегодня. И вот знаете, если бы мне предложили полететь на Луну, я бы, наверное, даже не раздумывая бы полетел. Я не представляю, что там ждет, как бы все вот эти испытания, перегрузки. У меня нет опыта, там, полет на Луну. Вот, дай бог здоровья, оно выдержит. Ну, вроде все как бы нормально по здоровью. Вот, если бы мне предложили, я бы с удовольствием бы полетел бы куда-нибудь, покорять какие-нибудь дали. Я же в душе, ну не в душе, я же романтик, мне нужно что-то открывать, какие-то новые свершения. Наверное, не в то время я немножко родился. Люди воевать хотят, они не хотят сейчас открывать новые горизонты космоса, там, глубин Земли. Люди хотят воевать. Я не хочу воевать, я хочу открывать что-то новое. И поэтому я бы полетел, я прям, знаете, вот они, когда ракета полетела наверх, у меня такое ощущение, как будто они улетели, а я остался здесь. И прям вот так грустно немножко стало. Это сравнить тому, когда вот тебе приезжают гости, какие-нибудь путешественники, а потом они уезжают. И у меня вот такое же чувство было. Вот что они улетели, а ты здесь остался. Даже прямо сейчас у меня эмоции такие. Это, конечно, за последние годы это самое радостное событие. Ну, не в личном плане, а вот в мировом масштабе. Вот этот козлик. О, у него сзади, кстати, тоже велосипед. Дымит, короче, сзади. Я как понимаю, ну, есть целое движение таких вот любителей лифтованных пикапов. И у них сзади, ну, получается, блин, устал немножко этот. Связать речь не могу. Короче, коптят они из выхлопной трубы очень сильно, прям специально. Я раньше думал, что за фигня, ну, пованивало. А вот этот чувак газанул, не воняло. Странно, номер с велосипедом, а любит чадить. Вообще, очень странное соотношение, что у человека в голове. Любят вот такие громкие машины, дымящие, вонючие, и велосипеды. Странно. Может, номер у кого-то стырил. Короче, не знаю. И сзади чадило и не пахло. Я уже подготовился, думаю, ну вот, понимаете, да, как вот, когда коптит сзади выхлопной, как это пахнет противно. А у него такого запаха не было. Видимо, какая-то специальную фигню там добавляют. Не знаю куда, может, какая-то система, вот, в выхлопной системе для такого чадения. Интересно. Просто не пахло так, как обычно пахнет. Но я надеюсь, что они думают о других людях все-таки и чадят не по-настоящему, а просто дым парит, вейпит. Как мне здесь свет под мостом нравится, обалдеть. Сейчас готовлюсь на десантирование на остров. От морозов эти листья пожухли, так и не восстановились. Пока что. После зимних морозов.
жестоких. Опа. Оп. Опа. Как хорошо ступить на землю. Закат красивый. Сегодня дождик прошел, кстати, и влажность такая пришла. Дожди вроде как бы начинаются. Вот видно по небу такие рваные облака разные. Вот из-за этого небо красивое, особенно закат получается очень красивый. Сезон красивого неба, потому что когда сухо, ну, небо оно не такое красивое, да, оно ясное, но с эстетического взгляда оно такое, ну, скучное. Сейчас оно веселое. Здесь, кстати, какая-то то ли лодка надувная, то ли что. Брезентовая, непонятно. Какой-то круг. Хер поймешь. Уже рассыпается там на молекулы. Что-то какие-то тут ручка розовая здесь валяется. Какие-то здесь артефакты я нахожу. Вон какая-то сумка висит. Кто-то здесь был. Что за сумка там такая? Не было ее. Страшно, блин. С чем сумка там? Интересно? Здесь там ничья голова не лежит. Да, остров сокровищ. Такой вот. О, а здесь сушеная уже эта рыба-еж. Ничего себе, прикольная такая. Шкарлупа такая. Как косточки просто. Фига себе, интересно. Он прям из косточек состоит, получается, у нее внешняя оболочка. Офигеть, там баржа идет. Офигеть, я вообще ни разу не видел, что такая большая лодка здесь на реке плавала. Обалдеть. Прям как будто на Миссисипи. Буксирчик такой. Обалдеть. Да, непривычно. Ой, блядь. Чуть не потерял весло. Офигеть, класс. Красавчики вообще. Помахал им даже. Сейчас волны пойдут. Волну пустил он. Сейчас будем делать. Нифига себе там идет такая нормальная. Вау! Как на порожках маленьких. Прикольно. А он сейчас и возьми, и в мост врежься. А, не, начал открывать. Начал. Он аж бибикал там, типа, открывай.
открывается. Блин, как хорошо, а. Такой бриз. Футболочки. Ой. Тепло, хорошо. Идеальная температура. Все. Не могу не нарадоваться этому. Красота кругом, красота везде. Весна, все просыпается. И душа поет. Здесь бейсбольная, стадион бейсбольный, тут часто салютики пускают. Такие разные мероприятия еще есть. Ну и просто когда команда побеждает, тоже салютики. О, пошло. О, матч пошла. Сейчас вышло видео, где мы ездили на старт Артемиды 2. Вот. В комментариях столько интересных людей, смешных, налетело там. Ну, в основном это те, которые вообще не верят, что люди были на Луне. Вот. Там, в их доводах то, что ну я не видел там собственными глазами, и вот, значит этого и не было там. Смешной довод на самом деле, капец. Потому что, ну, так можно докопаться вообще до всего угодно. Я не видел это собственными глазами. И вот так дурковать вообще по поводу всего. Есть видео, как бы, есть документальное. Я тоже глазами своими не видел, что люди на Луну. Я не летел на Луну. Если ты не летел на Луну, это не значит, что там никого не было. Как бы логика простая. Вот, видимо, это отдельная категория россиян, которые вообще уже ничему не верят абсолютно. Уже привыкли никому не верить. Как бы, мне их жалко, честно. Вообще всех россиян очень жалко. Но такие вот они тупуют по поводу всего вообще. Вот. И еще один такой довод, которому я раньше тоже придавал значение, это то, что типа, а вот что они раньше летали, а потом они перестали летать. Я тоже об этом, ну, я тоже был скептиком в свое время. Люди меняются, я тоже не то, что не верил, был скептиком. И вот тоже такой же довод у меня был. А что, типа, вот раньше летали, а сейчас же технологии еще гораздо круче скакнули, а сейчас они не летают. Но тут тоже довольно простой ответ, потому что это вообще лунная программа, это очень дорого, и как бы нет смысла просто летать на Луну. Зачем? Когда у тебя нету четкого понимания, что там делать на Луне. Ну вот, поставили флаг, прилетели, отчитались, как бы, все, улетели. Но четкого понимания нету. Просто зачем тратить средства на просто запускать туда людей? Надо собирать научные данные. То есть нужны какие-то еще образцы того, что там можно на Луне делать. Там доказательства воды. Хотя уже есть доказательства, что там есть лед на полюсах. Вот. А если есть вода, значит можно там много чего делать, там, много что синтезировать для жизнедеятельности там на Луне. Ну, это довольно просто. Вот. И очень много, конечно, людей, таких конспирологов, так скажем, которые вообще ничему не верят, вот были, не были там. Но говорю, если ты не видел это собственными глазами, это не значит, что этого не было. Поэтому так можно вообще все, что угодно, любой исторический факт сказать. Вот так вот сидеть там на уроке истории, сказать, а вы там были, а вы это видели? Ну вот, а как вы можете там утверждать? И вот то же самое. Просто пропаганда, советская пропаганда очень хорошо вообще поработала, ну, над мозгами народа, населения. И народ по привычке также ничему не верит. Там все, что американцы, не американцы. И люди говорят, вот ты там радуешься. Мне без разницы, там, Америка, не Америка, любая, хоть Зимбабве, там, Россия,
там вообще не важно, кто там делает открытия, лишь бы они были бы открытия. Я за все человечество болею. Мне пофиг, какая страна вообще. Что там, американцы, не американцы. Ну вот так получилось, что я живу в Америке и живу рядом с мысом Канаверал. Конечно, я это сам все вижу. Запуски там по несколько раз в неделю, там SpaceX слетают. И как бы когда ты рядом живешь с космодромом, ну, ты не можешь сказать, что, блядь, там земля плоская, такие вещи говорить. Хотя находятся такие люди, которые считают, что земля там плоская. Ну как это можно, я не понимаю. А вот когда ты рядом живешь, ну все равно ты понимаешь, ну видишь же, летают, какая-то у них деятельность. Не просто там делают, как они говорят, вид какой-то деятельности, то есть там все смонтировано, все эти запуски. Ну и столько бреда, конечно, в головах у людей, просто такая каша, я в шоке. И даже спорить с ними, как бы, ну, я не знаю, ну это просто вот фейспалм только. Больше никакой реакции у меня на это нет. И жалко мне их там, и оскорблять жалко. Вот. Ну пусть верят, ради бога. Ну с пеной у рта доказывать, что там что-то не было, там было, не было. Я тоже там не видел, что люди на Луну летели. Тоже не был. Я там не присутствовал. Как бы. Но это не значит, что этого не было, правильно? И это касается всех событий в этом мире. Если ты это лично не видел, ну, это не значит, что не было, но твое право верить или не верить. Никто тебе не доказывает это. Но, конечно, просто печально, что вообще такие ситуации, что такие люди, ну, есть, которые там не верят там в какие-то научные открытия, еще. Ну, блин. Перед сном выехал на велике кататься. Какой воздух, я просто им упиваюсь. Ой, какой кайф. Вот, опоссум там лазит. Красавчик. Ой, какие ароматы весенние. Все-таки тяжело представить, что они чувствуют. Как вот представляете, вот так вот лететь очень далеко от земли. Ну, тяжело представить. Тут по земле ты едешь куда-то далеко, у тебя такое чувство, как будто, ну, как-то дом где-то там остается, а здесь от земли родной нашей колыбели ты летишь в просторы космоса. Представляю, я тяжело представить, что чувствую. Это я бы многое бы отдал, чтобы почувствовать вот это вот, куда ты летишь на космическом корабле. Я бы очень хотел бы путешествовать вообще по космосу. Пусть даже это очень большой риск, но, наверное, оно того стоит, нежели прозябать в обычной жизни здесь, на Земле, сделать что-то интересное, полезное для человечества. Это интересно. Мне лично это интересно. Продолжаем дальше наблюдать. А вот они,
Солнечное затмение заходит за Луну. Вот солнышко закрывается, и сейчас они связь потеряют с Землей. You're getting a live look from Orion as the crew observes a solar eclipse from the moon. Да, начинается солнечное затмение, и минут на 40 они сейчас связь потеряют. Капец, очень интересно вообще все это. And this solar Ваечка у нас инженер, строит футуристические дома. Айдака Пува. Она будет очень большая. Большой будет дом? Давай. Ой, ты сломался. Я буду делать. Ваечка тут сервирует стол, тут десертик, курочка, тут кетчуп, майонез, тут все есть. Вообще переживает, заботится. И Она кофе. кукурузу вареная, кофе тут, Еще кофе. кофе. Давай кофе попьем. Это мой кофе. Вот это идет. Это курить. Это О, тут у нас праздник. Да, дайте. Красавица моя. Давайте писем. Что за праздник у нас сегодня? Не знаешь? А? Какой праздник сегодня? Кушаем, так вкусно кушаем. Новый год? Или день рождения? Твое день рождения, доча? На картине Аечку нарисовали. Вот. Чисто Аечка вообще. это я. Капец. Семиклассный. Где ты? Чикпукский, что ли? Черненький мальчик-то? Не, ну чисто Ая вообще. Обалдеть. Я не вот это. Бегает он. Я...